Ассаляму алейкум, добрый день. С вами программа «История крымских татар», ее ведущий, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета имени Фируза Якубова Эмиль Сейдалиев. Сегодня мы с вами поговорим об объектах, которые связаны с личностями, чей вклад в историю крымских татар поистине значителен. Часть их имен мы знаем, часть история не сохранила. Но одно известно точно. В свое время они были значимыми и знаменитыми людьми, ведь иначе им не были бы установлены мавзолеи. Название «мавзолей» для мемориальных сооружений было взято от гробницы корейского правителя Мавсола, сооруженной в середине IV века до нашей эры в Галикарнасе. Мавзолеи встречались и среди языческих мемориальных сооружений, и среди христианских, но наибольшее распространение получили в мусульманском мире. Правда, их названия на Востоке были иными. Наиболее известный у нас это дюрбе или тюрбе. И хотя ислам не поощряет возведение над могилами каких-либо сооружений, эти усыпальницы имели большое социальное и культовое значение. Крымское ханство традицию строительства мавзолеев над погребениями правителей и знатных людей переняло от Золотой Орды. Стиль и форма этих сооружений заимствованы из архитектуры разных регионов мира, а в поздний период из Османской империи. Одним из древнейших мавзолеев Бахчисарая является Эски-Дюрбе, старая гробница, расположенным неподалеку от ханского дворца в старой части города. К сожалению, ни в письменных источниках, ни на самом Дюрбе не сохранилось свидетельств о том, кто в нем был захоронен. Но, как и положено таким мавзолеям, вокруг него тоже витает множество легенд. Эски-Дюрбе с крымско-татарского переводится как «старая гробница» или «старый мавзолей». Первый директор Бахчисарайского дворца-музея Усейн Баданинский сообщал, что по одной из легенд в Дюрбе находилось погребение феодального князя Деребея, который был правителем этих мест до ханов Гераев. Вблизи Дюрбе располагалась крепость Деребея, укрепление Буюк-Исар, Большая стена. Остатки этих укреплений наблюдали еще во второй половине XIX века в приходе Ахсус-Джами. Усейн Баданинский не находил аналогов сооружения среди образцов мусульманского зодчества. Вероятно, Дюрбе построили еще до основания Бахчисарая. Оно, очевидно, было окружено кладбищем, так как на рисунке французского художника Агюста Раппо 1837 года вокруг мавзолея изображено несколько надгробий. В 2013 году на территории Эски-Дюрбе были проведены археологические исследования. Поскольку Дюрбе находилось в аварийном состоянии и требовало реставрационных работ, на его территории, возле стен, а также внутри, было заложено несколько небольших шурфов. Они позволили уточнить дату строительства Дюрбе, а также показать некоторые конструктивные особенности. Эски-Дюрбе асимметричное в плане сооружения, состоящее из двух объектов разной высоты, собственно мавзолея и дворика, представляющего собой пространство, огороженное стенами с бойницами и арками. Дворик примыкает к мавзолею с юга. Считается, что его пристроили, чтобы оградить фамильное кладбище. Аналоги подобных памятников архитектор Борис Засыпкин находил среди мавзолеев Бухары и Старого Ташкента. Здание Эски-Дюрбе было реставрировано в 1927 году под руководством Усейна Баданинского. Тогда был подправлен купол и восстановлены недостающие части дворика, примыкающие к Дюрбе с южной стороны. Специалисты неоднократно проводили архитектурный анализ Дюрбе и высказывали разные точки зрения о дате его постройки. Однозначно пока можно сказать лишь одно. Для получения точных и конкретных сведений необходимо проведение дальнейшего комплексного исследования и реставрации этого замечательного во всех отношениях памятника. Еще один мавзолей, который тоже традиционно считают одним из древнейших Дюрбе Бахчисарая, располагался в предместье средневекового города в поселке Эски-Юр, а в настоящее время почти в современном городском центре. Это мавзолей Бейюде-Султан. Дюрбе представляет собой небольшую постройку кубической формы с сильно скошенными углами и небольшими окнами, увенчанную куполом. Купол покоится на восьмигранном основании. С южной стороны есть дверной проем в виде небольшой арки, перекрытой перемычкой из двух камней. На южном фасаде над входом в Дюрбе имеется плита с арабской надписью. Эту гробницу приказал построить Мухаммед Шах-бей, сын Мухаммед-бея, для своей матери Бейюде-Султан, дочери Аджаган-бея. Дата строительства усыпальницы неизвестна. По мнению ряда специалистов, мавзолей был возведен в XIV-XV веках. В 1991 году на объекте были проведены реставрационные работы, а также археологические исследования, которые были впоследствии продолжены в 2005 году.
Эти работы позволили исследователям установить дату постройки мавзолея и датировать его XVIII веком. Впрочем, существуют и иные версии даты строительства объекта. В 1991 году Институт Укрпроект «Реставрация» совместно с научно-производственным предприятием «Космет» выполнили обмеры мавзолеев Эски-юрта, а археологическая экспедиция под руководством Виктора Мыца провела раскопки Дюрбе Бейю-де-Султан. Состояние памятника было признано аварийным, мавзолей требовал срочной реставрации. В 2005-2009 годах исследование мавзолеев Азиза в Эски-юрте продолжилось. По результатам работ архитектор и археолог Владимир Кириллко отнес дату постройки мавзолея правлению хана Шагин-Гирая, то есть к последней четверти XVIII века. Еще несколько мавзолеев расположены в квартале или махале Азиз. Этот район когда-то был частью поселения Эски-юрт. Свое название он получил по квартальному кладбищу, которое здесь располагалось и на котором были похоронены среди прочих рядовых жителей также и знаменитости, и знатные люди, а также представители ханской фамилии. Как уже говорилось, селение Азиз располагалось в границах большого поселка Эски-юрт, что в переводе с крымско-татарского означает «старая ставка». Об этом поселении, а также о погребенных тут знатных людях, есть сведения в письменных источниках. Именно о нем пишет Ивлия Челеби. Этот знаменитый шейх Мансур обмыл и упокоил в местности, называемой Эски-юрт, наисветлейшего короля Эштера, который погиб во время войны за Керман от отравленной стрелы проклятого Салсала. Следующий мавзолей, который мы рассмотрим, представляет значительный интерес, но информации о нем так же мало, как и предыдущих. В литературе за ним закрепилось название Дюрбе Мухаммед-бея или «Малый восьмигранник». Исследователи, изучавшие мавзолей, опираясь на некоторые его архитектурные особенности, полагают, что он был построен в XVI веке. Дюрбе представляет собой восьмигранное в плане сооружение. Считается, что культовые постройки такой формы появились позднее, а в ранний период мавзолеи были квадратными. Как видим, грани Дюрбе обрамлены полуколоннами. Оно имело 3 окна, которые в настоящее время заложены. Считается, что мавзолей был возведен для некоего Мухаммед-бея, умершего в 1557 году. Имя погребенного наталкивает нас на мысль о том, что он связан с Бейю-де-Султан, но пока что это только предположение. По аналогии с предыдущим мавзолеем, который также называется малым восьмигранником, есть в Эски-юрте и большой восьмигранник. Но он отличается от других мавзолеев этого квартала не только и не столько своими размерами, а еще и тем, что в 1584 году здесь был похоронен крымский хан Мехмед II Гирай. Внешний вид мавзолея действительно изумляет. Высота Дюрбе 17 метров, диаметр 9 метров, а толщина стен около 2 метров. В плане он также представляет собой восьмигранник с полусферическим куполом. Освещалась усыпальница через окна, расположенные в 2 яруса. В данном случае углы мавзолея оформлены в виде трехчетвертных декоративных колонн. Вход в Дюрбе, как и в других гробницах, оформлен с восточной стороны. Точная дата строительства мавзолея неизвестна, но в 1584 году он, вероятно, уже существовал. Как и в случае с Эски-Дюрбе, вокруг этого мавзолея также витают народные предания, одно из которых зафиксировал Петр Симон Палас. Якобы этот мавзолей был построен на средства дочери персидского шаха, бывшей замужем за крымским ханом и погребенной здесь. Пишут об этом Дюрбе и другие путешественники. Француз Дюбуа де Монпере, посетивший Крым в 30-х годах XIX века, описывает красивое Дюрбе, что неподалеку от мечети Эски-юрта. Оно величественно возвышается сбоку других памятников. Беломраморные саркофаги прекрасного исполнения, покрытые рисунками цветов и рельефными розетками. Железная свинцовая крыша сильно пострадала. Упоминает мавзолей и Александр Стевен, который, описывая сохранившиеся памятники Эски-юрта, отмечал: свинцовая покрышка и часть карнизов, а также пол, окна и еще некоторые части в главном из мавзолеев, ровно как и те же почти части в 2 других, требуют починки. Находится в ведении городской полиции. В послевоенное время в мавзолее разместилась весовая мастерская. Территория вокруг частично была застроена, частично использовалась как автостоянка. Хан Мехмед II Гирай, похороненный тут, был незаурядной личностью. Время его правления отмечено относительной независимостью ханской власти от Стамбула. Вначале его поддержали широкие массы беев и мурс, которые впоследствии, лишь уже в конце правления хана, перешли на сторону поддержанного османским султаном Исляма Гирая. Мехмед II Гирай принимал активное участие в военных походах своего отца, хана Девлет-Гирая. В 1555 году он стал колгой-султаном, после того, как в битве под Судьбищами погиб его старший брат, ранее занимавший этот пост.
Мехмед неоднократно участвовал в набегах на южно-русские земли, а в 1566 году руководил главными силами ханства совместно с османской армией в походе на Венгрию. После смерти отца в 1577 году Мехмед занял престол Бахчисарая, а Колгой назначил своего брата Адильгерая. В следующем году турецкий султан Мурад III приказал хану двинуться походом в Закавказье, бывшие тогда территории персидских сефевидов. Но Мехмед, сославшись на слабое здоровье, уклонился от похода, отправив войско под командованием своих братьев. После очередного отказа отправиться в поход в Персию, султан приказал турецкому паше Аздемирову Осману отправиться в Кефе, арестовать мятежного хана и привести его в Стамбул. Мехмед II Герай пригласил пашу в Иски-Крым для переговоров, но турецкий военачальник отказался туда приехать. Мехмед II Герай собрал 40-тысячное войско и выдвинулся в Кефе. Город оказался в осаде. Брат хана, Калга-Султан Альдиль-Герай, претендовавший на ханский трон, перешел на сторону Османа-паши и отправился в Кефе. Паша, заручившись поддержкой Калги, пытался повлиять на крымских беев и Мурс, заявив, что Мехмед II смещен и новым ханом будет Адиль-Герай. Беи сохранили верность хану, но кефинский муфтий вынес решение не в пользу Мехмеда. В 1584 году Мурад III сместил хана и назначил новым правителем Крыма его младшего брата Исляма II Герая, который долго жил в Турции. Рядом с Мехмедом II Гераем в этом дюрбе был похоронен его младший сын Сафа Герай. Этот царевич не успел побыть ханом, но занимал должность Калги султана и Нуриддин султана в правлении старшего брата Садет Герая и дяди Гази II Герая. Царевич смог спастись, когда его отца свергли с престола и убили. Вместе с братьями он собрал большое ногайское войско и захватил Бахчисарай. Саадет Герай провозгласил себя ханом, а братьев Сафу и Мурада назначил Калгой и Нуриддином. Братьям не удалось удержать власть. Они были вытеснены из Крыма и кочевали под Астраханью с большими ногаями. Другое дюрбе в Азизе условно называется мавзолеем Ахмед-бея или кубовидным. По внешнему облику оно слегка напоминает Иски дюрбе, только без портала и примыкающего к нему дворика. По некоторым архитектурным особенностям ряд исследователей датирует его 15-16 веками. Мавзолей представляет собой квадратное в плане сооружение, крытое каменным куполом. Освещался мавзолей через 5 окон. Исследователи считают, что дюрбе было оформлено в малазийских традициях. На южном и западном фасадах были установлены 2 мраморные плиты 17 века с надписями. Предполагают, что эти плиты взяты с надгробных памятников. В 1921 году рядом с мавзолеем было обнаружено круглое в сечении мраморная стела с именем Ахмед-бея, сына Ибрагим-бея, датированная 1557 годом. Поэтому мавзолей и получил условное название. После депортации 1944 года все надмогильные сооружения Азиза были уничтожены, за исключением перечисленных в дюрбе. Неподалеку от кубовидного мавзолея находится маленькая стилизованная под минарет каменная башенка. Все, что осталось от одной из мечетей Азиза. Датируется этот памятник 16-17 веками. Минарет представляет собой небольшую восьмигранную башенку с шатровым, тоже восьмигранным перекрытием. В нее ведет крутая каменная лесенка. Во время правления хана Мухаммеда IV Герая в 1658 году в Азизе был обнаружен надгробный мраморный памятник. Вследствие этого хан велел построить на месте находки мавзолей и текие для совершения молитв. Вероятно, дюрбе Ахмед-бея, башенка-минарет, а также существовавшая здесь когда-то мечеть, были частью обители дервишей, которая была известна как Азиз-Текиесы и владела значительным вакуфным имуществом. Мечеть-кладбище Азиз одновременно являлась текие, то есть местом сбора и проведения обрядов дервишей. Одно из самых ранних упоминаний мечети, вероятно, встречается в кадиаскесских тетрадях 1701-1707 годов. Старая, а затем и новая мечеть располагались в центре старинного мусульманского кладбища. В начале 20 века здание мечети Текие пришло в полный упадок. Во всяком случае, в 1914 году возникла необходимость обновления культового сооружения. На собственные средства хаджи Али Мирза Тайганский возвел новую мечеть с высоким минаретом османского типа и египетскими мотивами в декоративном оформлении фасадов. Новая мечеть имела 2 яруса. На втором располагалась комната, в которой хранился волос из бороды пророка Мухаммеда. Его выносили на всеобщее обозрение во время праздников. В послевоенные годы мечеть была разобрана. Чтобы
Чтобы познакомиться с последним объектом нашей передачи, нам вновь надо будет перенестись в центр средневекового Бахчисарая, где неподалеку от ханского дворца расположен еще один величественный мавзолей, который получил название Дюрбе-Диляра-Бикеч. Мавзолей этот был частью большого кладбища, которое примыкало с юга к садовым террасам ханского дворца. Надписи на плите, ранее украшавшей вход усыпальницы, а теперь хранящейся в лапидарии заповедника, есть дата – 1177 год хиджры или 1764 год. Дюрбе-Диляра-Бикеч относится к более поздним купольным мавзолеям. Это позволяет определить и архитектурные особенности сооружения. Мавзолей восьмиугольный в плане, с восьмиугольным барабаном, декоративными арками по граням. Купол из квадратного кирпича был покрыт свинцом. К сожалению, ни устная традиция, ни письменные источники не сохранили до наших дней подробных сведений о том, кто была эта девушка, с именем которой связан этот объект. Известно лишь, что ей была посвящена или ею было инициировано строительство еще одного культового сооружения в Бахчисарае, к сожалению, сейчас не сохранившегося, это мечеть Ишиль-Джами. Интерес к мечети Ишиль-Джами возник еще в XIX веке. Путешественник Николай Берг в своих походных записках, опубликованных в 1855-1856 годах, оставил сведения о внешней росписи мечети. По некоторым сведениям, это культовое сооружение построила сама Диляра-Бикеч. На это указывала и сохранившаяся на одной из стен надпись «Диляра, Божья милость на нее, год 1178, 1764». Существует легенда о том, что перед смертью она просила похоронить ее в таком месте Бахчисарая, откуда была бы видна Ишиль-Джами. Эта мечеть была почти полностью разрушена в период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками. Сохранился лишь юго-западный угол, оставшаяся же часть минарета обвалилась. В наше время участок, на котором располагалась мечеть, возведенная Дилярой-Бикеч, застроен. На этом мы заканчиваем знакомство с еще одним эпизодом истории крымских татар. Культовые сооружения Бахчисарая хоть нехотя, но приоткрывают завесу своих тайн. Нужно лишь уметь подобрать к ним ключ. Этот ключ могут дать лишь комплексные исследования письменных и археологических источников. В прошлом народа сокрыто его будущее. Нужно помнить и изучать это прошлое, сохраняя его для потомков. Чок Саунс, Салахнин Аланс.